Друзья, мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Ну что, сегодняшний выпуск мы записываем далеко от города Якутска. Мы проехали 180 километров на автомобиле и еще 150 примерно километров на вездеходе. И мы находимся на пункте мониторинга редких видов животных Нача. И давайте познакомимся. Сергей Семенович, расскажите, пожалуйста, про эту местность, где мы сейчас находимся. Добрый день. Мы находимся в местности Нача, горного луса, на территории природного парка Синяя. Это местность очень стратегически важное место, так как является местом активности, центром активности лесных бизонов. Это значит, начиная с июля, с конца июля по октябрь, тут размещены основные группировки вольно живущих лесных бизонов. Это именно центр, получается. Здесь они находятся, не только по октябрь, они делают небольшие перекочевки. Также в летнее время здесь мы проводим сенокосную кампанию, и это место раньше тоже являлось как бы местом нашего полевого стана. Тут основной объем сенокосной стрды производился именно вот на территории Начи, и тут рядом 2 километров Улгума, и дальше тут 7 километров Тютин, да. Поэтому это очень такое важное для нас место. А также в зимнее время, это получается у нас перекресток всех дорог. Тут дальше дороги идет питомник лесных бизонов Темпенай, дальше на дальний кордон Кейбеля, вверх по течению дорога идет до метеостанции Тангулах, вниз уже до основных кордонов природного парка Синяя. Также в зимнее время здесь, так как это перекресток дорог, стратегически важное место для исполнения задач именно кордона. Тут в зимнее время могут быть размещены инспектора природного парка и дирекции. Отсюда могут они производить рейды вверх, вниз по течению или вглубь территории природного парка. Так, вот можно небольшой обзор сделать. Тут видно, что у нас уже произведен сенокос. Мы недавно завершили сенокосную страду. Вон вдали виднеются уже складированные рулоны сена. Объем тут примерно до 150 тонн. Именно на этих участках заготавливается. Сено у нас огорожено хорошей изгородью, хорошего диаметра, бизоны их не могут сломать. Здесь вот завершается гон как раз лесных бизонов. Тут сверху, снизу и так далее группируются все стада, большинство стад лесных бизонов, которые находятся в среднем течении реки Синяя. После этого тут они собираются большой группой до 100-120 животных. Это, если визуально смотреть, сразу. А так рядом тут ходят одиночные самцы, небольшие группы животных, и молодые самцы тоже подходят все равно на это место. Так, вот. Теперь как я сказал, уже лет 5 мы планировали тут организовать, такой опорный пункт, где были бы у нас
обустроена такая база. Но это было 5 лет назад, это было в мечтах, но наши мечты и планы осуществились в этом году. Ну, при финансовой поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания» и ООО «Саханефть» в этом году мы наконец-то завершили сборку и обустройство пункта мониторинга и охраны редких видов животных «Нача». Ну, тут у нас собран жилой дом, гараж, баня, костровая, и все это огорожено. Ну, все сделано для того, чтобы тут находящиеся специалисты, работники питомника могли нормально работать. Потому что все-таки в зимнее время это может быть как бы перевалочной базой для наших специалистов. И в межсезонье тут река Синяя последние 3 года процесс ледостава происходит по большой воде, поэтому тоже так же, как и на больших реках, есть у нас небольшой промежуток межсезонья, когда мы не можем переехать. Вот в это время тоже эта база будет служить перевалочным пунктом.
Ну, главная цель завоза и программы реакклиматизации лесных бизонов – это создание диких, вольно живущих популяций лесного бизона на территории Якутии. Ну, в центральной Якутии у нас это мероприятие идет успешно, можно сказать. Приплод нормальный, все в рамках стандартов именно для бизонов и зубров. Теперь у нас в планах расселения лесным бизоном Западной Якутии. С этой целью у нас уже в прошлом году был тоже обустроен пункт мониторинга и охраны редких видов животных Намана. Это в среднем течение реки Намана в Алекуминском районе на стыке трех особо охраняемых природных территорий. Вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Иркутскую нефтяную компанию, которая помогла нам и оказала финансовую поддержку для обустройства этих двух пунктов мониторинга и охраны редких видов животных. Это первый Намана в Алекуминском районе и пункт мониторинга Нача горного улуса. Ну, надеемся, что с Иркутской нефтяной компанией и ООО «Сахарнефть» у нас будет многолетнее партнерство. И желаем этим компаниям тоже успехов в своих направлениях. Но сейчас мы находимся на одном из аласов, где лесные бизоны питаются на свободном выгуле, то есть они здесь себя ощущают так же, как и в дикой природе. И именно в этом месте хотелось бы познакомить вас с Андреем Гавриловичем. Это начальник участка питомника лесных бизонов Тымпынай. Здравствуйте. Здравствуйте. Питомник лесных бизонов Тымпынай начал работу с 2009 года. Наша работа, основная работа, это подкормка лесных бизонов. Летом сенокос, заготовка сена. Вот в этом году заготовили 435 тонн сена. А зимой занимаемся подкормкой бизонов. Угу. Бизон это очень крупное, да, животное. Вот сколько, допустим, потребляет, например, в день, в зимний, ну вот самые, наверное, холода, самый у них жор, да, то есть они очень хорошо должны питаться. У нас в зимнее время за одного бизона 15 килограммов сена. Это подкормка. Это в день, да? В день. Ага. А по количеству, например, ну вот сколько примерно бизонов приходит? Ну, это в зависимости от погоды. Если холода сильные, морозы будут до 4 тонн в день, а так обычно 30 градусов, где-то 2,5-2 тонны, так получается. Угу, угу. Ну, вот мы сейчас находимся на одном из аласов, да, сенокосные угодья, вот, и здесь большой такой сток сена. Ну, вот, как вы сказали, где-то здесь чуть больше 100 тонн, да, сена заготовлено. Больше 100 тонн. Производится это все трактором, то есть, ну, понятно, что... Это у нас полная механизация. Ну, работаем человек 6-7. В зимний период, например, вот, сколько сотрудников нужно, чтобы вот, обеспечить работу питомника? У меня в штате 4 работника. Они как бы вахтово работают, месяц отдыхают, месяц работают. Угу. Ну и, конечно, я уже отметил, что мы ехали на вездеходе, получается, больше 100 километров, да, до места, где мы сейчас находимся. Вообще вот автомобиль, который сзади вас, да, вездеход Трекл, вот как себя показывает, и вообще вот можно про эту технику рассказать, потому что я так понимаю, что основные все передвижения только вот на такой технике с низким давлением, да, возможны? Ну, Трекл это как бы транспорт экологический, она колеса низкого давления, проходимость хорошая, большая, нигде не застревает. Ну, хорошая техника, но одна слабость, это часто ломается, конечно, нагрузка большая, уход нужен постоянно. Угу. Каждый раз после рейса все масла меняем, потому что части дорогие. Ну да, действительно, это такие, ну, жестокие условия эксплуатации. И вот этот Трекл уже сколько вам служит? Это с 2019 года.
2019 года, больше, ну, то есть 6 лет, да? 6 лет. Ну, вообще надо отметить, что мы ехали здесь, на этом автомобиле, на этом вездеходе, и в целом даже возможность есть немножко даже поспать, да, то есть если держишься за ручку, то есть можно немножко вздремнуть, в целом мягко идет. Колеса низкого давления, поэтому едет мягко. Вот, друзья, сейчас мы вам покажем кадры бизонов. Сегодня мы здесь находимся уже второй день. Вот приехали в эту местность, и бизонов тут мы пока не видим. Но вчера нам повезло, да? Вообще вот можно пару дней ездить и не найти, да, их? Возможно, так. Но вчера мы три группы встретили бизонов. Сами по себе бизоны, они почему называются лесные, потому что они в основном, да, ну, как бы в лесу находятся. То есть на поляну, чтобы на Алас они вышли, это, ну, такие должны быть хорошее стечение обстоятельств. И вчера нам очень-очень повезло, и поэтому мы хотим вам еще раз показать вот эти кадры. Бизоны вокруг нас прям. А можно? Можно вот уже другой стороны? Я выйду? Я выхожу. Друзья, вообще надо отметить, что несмотря на то, что здесь питомник и заповедная территория, но встретить бизонов не в сезон, да, кормежки, не в зимний сезон, достаточно такая большая удача. И сейчас мы ездим по территории, передвигаемся в поисках стад бизонов. И вот видите, прямо вот здесь они ничем не огорожены, да, то есть они не в загоне, они на свободном выпасе, и вот так вот очень близко бизонов я никогда не видел без забора. То есть это круто. Непередаваемое ощущение. Серьезный дядя. Уже свободная популяция где-то. Что уехать? А ты иди.
Мы находимся на территории природного парка Синяя, и площадь у него огромная, это почти 1500 гектар. И сейчас рядом со мной Светлана Павлова, представитель иркутской нефтяной компании. Светлана, поделитесь с нами, какую работу проводит ваша компания по экологической части. Саханефть поддерживает несколько экологических проектов в республике. Это, получается, у нас экологические акции в Мирном по сбору пластика и макулатуры. Еще мы ежегодно выпускаем мальков в Пеледе, Вилюйское водохранилище. За 2 года мы выпустили порядка 600 тысяч мальков. В рамках нашего договора с дирекцией мы открыли 2-й пункт мониторинга лесных бизонов в Горном районе, а 1-й был открыт в Алекминском и Сунтарском, на границе, можно сказать, который называется Намана. Тот пункт был запущен в марте прошлого года, а этот вводим в работу в этом году, в сентябре. Сам договор о реализации проекта реакклиматизации лесного бизона в Центральной Якутии был подписан в прошлом году и был ознаменован мероприятием, когда мы передали УАЗ дирекции. Это был первый наш шаг. Кроме того, что было открыто 2 пункта, компания выделяет средства для содержания, для вывоза молодняка, для транспортировки и выделяет средства на подкормку лесных бизонов. Что сделал? Остановитесь. Он чистится, да?
А почему одна ходит? Рожать Время родов она отделяется от стада. Честно. А терроризировать, возможно. Прямо к базе же идет. А? К базе идет. Возможно, нет терроризм уже Володе. Как видите, сейчас мы практически около базы пункта мониторинга и охраны редких видов животных. И здесь тоже такой уникальный момент, когда мы увидели самку, которая ходит сама не вместе со стадом. Это обычно случается тогда, когда она хочет расплодиться. То есть она отходит от стада, и вот сейчас мы видим именно этот момент. А в целом, в основном отшельниками могут быть быки, то есть самцы, которых вот изгнали, и они ходят вне стада. Ну а сейчас мы видим вот беременную самку. Сейчас мы увидели достаточно большое стадо бизонов, и хотелось бы напомнить, что популяция бизонов на данный момент в республике Саха-Якутия составляет около 320 голов, и большая часть из них именно обитает в этой местности. То есть здесь они на свободном выгуле, свободно пасутся и живут в целом в условиях дикой природы. Как видите, они достаточно такие, осторожные. Мы сейчас подошли, увидели это стадо, попытались подойти поближе, но они постоянно держат от нас на дистанции. И вчера, когда мы проводили также съемку, нам достаточно сильно повезло. Мы увидели около 3 семей. И практически все съемки заканчиваются тем, что бизоны уходят в лес. То есть и это все с таким эффектным хрустом происходит. То есть достаточно все они сплоченные, да, то есть нет такого, что разбредаются даже по полю. Как видите, все они находятся в одной локации, находятся рядом, как настоящая семья. Вот. И, видимо, скорее всего, та самка, которую мы видели буквально несколько минут назад, скорее всего, она из их семьи, из их стада, и, возможно, скоро уже отелится. Но в целом эта ситуация такая достаточно из ряда вон выходящая. То есть бывает, когда телята появляются уже в ноябре, в октябре, но, к сожалению, большому выживаемость бизончиков маленьких в таком порядке, она достаточно
шанс очень маленький, потому что впереди холодная зима, а теленок еще не окрепший. Обычно отел происходит весной, и сейчас мы видим маленьких телят уже в этом стадии. То есть также сотрудники пункта мониторинга, они в том числе и делают подсчет, сколько телят родилось, и затем уже сколько из них пережили зиму. Это в целом, конечно, не только погодные условия на это влияют, но также и дикие звери, хищники. В общем, работа достаточно интересная. И, как видите, сейчас, пока сентябрь балует хорошей солнечной погодой, я думаю, бизоны ощущают себя здесь в полной безопасности. Сегодня на примере нашего выпуска мы увидели не только, как сохраняется природа, но и увеличивается популяция редких видов животных, таких как лесные бизоны, которые внесены в Красную книгу. И хотелось бы, конечно, поблагодарить, пользуясь случаем, те компании и людей, которые в этом способствуют, этому помогают. Это компания «Саханефть», которая входит в структуру Иркутской нефтяной компании. И, конечно же, коллектив дирекции биологических ресурсов, благодаря которому мы сегодня смогли увидеть бизонов именно в их дикой среде обитания, так как они есть. То есть мы практически... на самом деле, я испытал на себе очень хорошие, интересные эмоции, потому что увидеть бизонов в их в такой дикой среде — это достаточно серьезная удача. И, конечно, хотелось бы пожелать вам беречь природу, и увидимся с вами уже в следующих выпусках программы «Испытано на себе».